Ассаламу алейкум. Добрый день, приветствую всех. Давайте сразу проверим звук и изображение. Изображение я вижу нормальное. Звук вроде тоже. Скажите просто, есть эхо или нет. Так, 10 на 10. Отлично. Джано Машуоль. Машуоль, чеченский след. Ва алейкум салам. Ва алейкум ассалам. Все отлично. Так, радио Матеор. Салам, салам, радио Матеор. Так, ну все отлично. 10 на 10. Это то, что нам нужно. Мгм. Давайте сегодня 16 мая 2020 года. С вами в эфире снова я, Аслан Арцуев. Сегодня мы поговорим о президенте России мистере Гиксогене, ну и по совместительству царе Шарикове. Также мы поговорим про геноцид в Чечне, который начался после взрывов домов 99 года. Поговорим о взрывах домов в 99 году, когда президент России, которым так гордится Россия, начал с того, что взорвал своих же граждан, убив при этом 307 людей, среди которых большинство женщины и дети, спящих мирных граждан, своих российских, русских граждан, Владимир Путин, Николай Патрушев и кое-какие еще бандиты из ФСБ и Министерства обороны взорвали своих граждан. И если вы помните, на месте завалов от взрывов на Каширке, по-моему, на одном из домов, взорванных в Москве в 99 году, засветился тогда еще начинающий, молодой, можно сказать, еще тогда, сегодняшний министр нападения Сергей Шойгу. Также после этого он стал преданным, верным другом, да, повязанный кровью. Помните, такой был министр МВД Рушайло. В прошлом стриме на чеченском языке, где мы обсуждали, или на русском мы говорили, я его забыл упомянуть. Так вот, Рушайло, его люди задержали двоих ФСБшников, закладывающих гексоген в подвал в доме в Рязани, на улице Новоселов, 16/4, и который на докладе силовиков объявил, что ими задержаны, предотвращен теракт, ну и так далее, и задержаны подозреваемые. Так вот, этот господин генерал, такой принципиальный, руководил РУБОПом, очень жесткой организацией, которая нарушала права людей, убивала в том числе, по некоторым данным. Ну и, конечно же, выбивала показания, пытала и так далее. Но это обычно для российской полиции. Так вот, вот этот мистер Рушайло получил звезду героя и заткнул свой поганый рот. И больше не вякнул, не сказал ни слова про то, кто взрывал и кого они задержали в 99 году. ФСБ придумывала, отмазывалась, а МВД молчала. Это так, для справки. Министр МЧС Рушайло занимался разбором завала и сокрытием преступления. И вот все люди вокруг Путина, которые собраны, они такие же. Например, Маргарита Симонян, которая возглавляет Russia Today, или Песков, пресс-секретарь Путина, ну и еще кое-какие там товарищи. Это именно те товарищи, которые помогали ему сокрыть его массовое убийство осетинских детей в Беслане. Именно Маргарита Симонян и Песков озвучивали, показывали нам картинку, ну и постоянно врали. И потом занимались операцией прикрытия. Вот что это за люди.
Вот с какими людьми мы имеем дело. И мы должны до всех доносить правду. Максимально донести до людей правду. Давайте я отвечу на ваши приветствия, и мы приступим. Так. Гутен, так, Аслан, говорит мистер Икс. Гутен. Аслан Керим, ассалам алейкум, братья Ичкери. Ва алейкум салам, Аслан, Маш Войль. Анатолий Токарев, привет всем из Минска. Приветствую, Минск. Привет, Анатолий. Дима Бимбат, привет из Канады. Бимбат, приветствую, Дима. Рад тебя видеть. Царь горох, а может и фасоль, говорит. Так. Чеченский след. Спаситель россиян и император Моль что-то задумал. Да, ну, сидит в бункере, ему надо как-то выбираться оттуда. Там же как-то же надо разрулить ситуацию. Как-то же он должен понять, что вот угроза, из-за которой он спустился в бункер, она миновала. Посмотрим, что придумает. Эдуард Аванесов, добрый вечер. Добрый Эдуард, Ичкери Лайв, ассалам алейкум, алейкум салам. Ислам Шани, ассалам алейкум, Далтия Беркат Юэр, алейкум салам, Дейре Сур. Аслан Керимов. Аслан, не забудь и Луговой, сотрудник ФСБ, причастного дела в Европе, и Англии, и в России. Да, конечно, Луговой это один из убийц. Ну, он убийца. А второй это был пособник, Кофтон был с ним его агент. Луговой действующий сотрудник КГБ, ФСБ, сейчас депутат Государственной Думы, имеет неприкосновенность. Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Жириновского. Ну, это тоже гибневая партия, организовывалась, создавалась по указке еще тогда там Андропова или Крючкова, председателя КГБ перед развалом Советского Союза. Это так, надурить вот, мировую общественность, показать, что у них есть какие-то там демократы и так далее. И либерально-демократическая партия этого Жириновского называется Либерально-демократическая партия. Значит, она самая такая открытая, самая такая либеральная и свободная партия. На самом деле это фашистская партия с руководителем фашистом, агентом КГБ, ФСБ, старым матерым Гибнюком. И вот Луговой отравил Литвиненко. Здесь в Гамбурге, кстати говоря, находились они. Здесь я знаю людей, у кого он останавливался, у своих родственников. Кофтун останавливался. И где он везде остановился, там остались следы. Я не знаю, Луговой находился в Гамбурге или нет, но его пособник Лугового, Кофтун, он находился, у него жена здесь с Гамбурга, русская немка, ну или русская еврейка, не знаю как, кто она там, но они в разводе, вот у этого Кофтуна. И этот Кофтун здесь раньше жил, сдавался, был агентом КГБ, да, ни о чем не говорит, там тут таких, например, полно, которые приезжают, и, как говорил Ахмед Закаев, за счет немецкого налогоплательщика агентура работает здесь. Так вот, этот Кофтун погостил у бывшей своей жены и у ее родителей и уехал. И там, где он гостил, где он лежал, спал, там везде остался след полония. Луговой воспользовался доверием Литвиненко, отравил его и благополучно успел избежать в Россию, где его сделали, точнее, депутатом, для того, чтобы иметь иммунитет. И нельзя было его затребовать. Если там лондонский суд затребует там арестовать человека, скажут, вы что, у него же иммунитет, это же депутат Государственной Думы. Ну, в Государственной Думе сейчас все собрались, спортсмены, артисты и матерые просто преступники. Ну, спортсмены и артисты это
такое прикрытие, что также не освобождает их от ответственности, и они тоже будут нести ответственность. Я надеюсь. Чеченский след. Основ ФСБ на передаче НТВ отказались от своих официальных слов о гексогене. Включили заднюю после провала своих агентов в Рязани. Да-да. Они... Нет, они тогда тоже, мне кажется, говорили на НТВ, что это был гексоген. Они сказали, что в Рязани не было гексогена, что это там был сахар с мешками, а в других местах, в Москве, в Волгодонске, в Москве, по крайней мере, точно использовался гексоген. Об этом они говорили. Так, Чинхо. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Руслан Абудов, салам алейкум из Азербайджана. Ва алейкум салам, Руслан, приветствую. Йо-йо, Толкс. Слава Ичкерии, салам из Казахстана. Героям слава. Слава Казахстану. Салам Казахстан. Территория Марта, салам алейкум. Алейкум салам. Керимлы Яхуб. Салам из Симферополя. Ва алейкум салам, Керимлы. Приветствую, Симферополь. Всем рад. Анатолий Токарев. В YouTube выложили видео, как снайперы ФСБ воюют на Донбассе. Да, я видел. Я видел. Так, Владимир Владимирович Бункер. Чечня, не Россия. Да. Бункеровский. Вова Бункеровский. Вова был великим царем России, а стал обычной крысой бункерской. О, как же ты мог так низко пасть? А? Мы же верили тебе, мы же надеялись, что ты поднимешь Россию с колен, а? Ах ты какой нехороший человек. Лунный свет. Ассаламу алейкум, асланы, свободные люди. Пусть Всевышний пошлет вам и вашим семьям здоровья, мудрости, благополучия. Ва алейкум салам. Амин, дерес, хуйль. Взаимно, лунный свет, и тебе того желаю. Всем этого желаю. Аслан Умаев, ассаламу алейкум, я здесь, ура, а то давно не мог поймать стрим твой. Ва алейкум салам, асам ашвой. Рад тебя видеть. Так. Да, хорошо. Чеченский свет, хорошо. Так. Ассаламу алейкум, ночью, аслан лорс, ва алейкум салам, аслам ашвойль. Йо-йо толкс. Ай, Рахмет, спасибо, Асан. И тебе, Рахмет, брат. Аслан Абуд, Асан, скажите, пожалуйста, когда происходили взрывы по Москве, вы были студентом или работали в юриспруденции? Я был студентом. Я был студентом. Так, Вася Василев, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам, Вася, приветствую. Так. Лунный свет, хорошо, что столько здравомыслящих и свободных людей собралось здесь вместе. Да, я сам доволен. На самом деле это очень хорошо. Очень хорошо. Justice Alex. Возможен ли вариант восстания Чечено-Ингушской республики за отделение? Или все-таки для этого уже нет никаких предпосылок? Восстание, ну я не знаю, что вы имеете в виду под восстанием, Юстас Алекс. Чечено-Ингушской республики не существует, есть две республики. Чеченская республика Ичкерия, независимое государство, временно оккупированное. И есть Ингушская республика, к сожалению, пока входящая в состав России. Мы один народ, мы братский народ, мы никак не делимся, но при всем при этом у нас разных два государства. Ну, что так бывает, даже среди родных братьев. Восстание, ну, сейчас в Чечне
большое скопление российских оккупационных войск и большое внимание и средства выделяются для контроля за Чеченской Республикой. Чеченцы практически все находятся в качестве заложников в плену у русской оккупационной администрации. Ну, в принципе, то же самое происходит со всеми на Кавказе. Но Чечня это особый случай, у нас там на порядке выше все это. То же самое происходит, конечно, и в Ингушетии, и в Дагестане, и в других республиках. Предпосылки нет, предпосылок, ну что значит предпосылки? Находясь в заложнике с приставленным пистолетом к виску, очень трудно какие-то там восстания делать. Обычно любая инструкция, когда вас захватили в заложники, это подчиняться террористу и не провоцировать ненужных негативных последствий. Обычно так бывает. И то же самое я могу посоветовать чеченцам. Пускай должны русские встать. Теперь русских будут мочить. Сейчас русских уже мочат. Когда мочили отдельно чеченцев, русские аплодировали, стоя причем, да, наш великий царь там и все такое. Теперь мочат русских. И начали мочить русских именно вот, уничтожая медицину. И сегодня, когда уже эпидемия, которая, на мой взгляд, является прямым следствием путинской террористической деятельности, гибнут сейчас уже русские. Ну, уже все гибнут, да, не будем говорить русские, гибнут все, и русские в том числе. Поэтому предпосылки в более лучшем положении находящемуся русскому народу, у него больше предпосылок и поводов для восстания, и возможностей. Поэтому я предлагаю русским восстать и русским класть свои жизни на алтарь свободы. Мы положили достаточно. Я думаю, нам нужно теперь действовать умом, мы воевать не должны, но мы, конечно, война продолжается, если мы не воюем против нее вооруженным путем, это не значит, что они также ведут по отношению к нам, нет, они нас убивают, запугивают, дискредитируют, пытаются запугивать, дискредитируют, ну, оказывают давление на родственников, опять же, по старой русской сучьей традиции ведут с нами сучью войну, мы к этому уже привыкли, поэтому предлагаю русским восставать, русским сражаться за свою свободу, и когда мы посчитаем, что уже пора, мы сделаем какой-нибудь шаг, поэтому полный вперед, русские, я за вас всей душой. Так. Виталий Степанюк, добрый день. Извините за возможно не в тему вопрос, но не могли бы вы объяснить, что значит слово «нохчи»? Заранее благодарен. Здравствуйте, Виталий Степанюк. Слово «нохчи», ну, «нохчи» это самоназвание чеченцев. Происхождение этого слова имеет разное обоснование, разное ну вот есть одно основное, по которому нохчи, что нохчи, но, например, пророка Ноя, мы до сих пор у нас есть такое имя, Нога, Нуха, Нох мы его называем, Нух мы его называем. Считается, что мы являемся потомками пророка Ноя. Чи это как бы, я так понимаю, множественное число, Нохчи, Ноевцы, наверное так. Это к вам, к историкам. Есть много
разных таких объяснений происхождению чеченцев, чеченского языка, чеченской культуры, этноса. Есть, на мой взгляд, некоторые чуть-чуть вымышленные, преувеличенные, скажем так. Есть абсолютно лживые, которые там специально ведется разная там пропаганда врагами. Но есть более-менее, на мой взгляд, все это на мой взгляд, на более-менее объективные. Поэтому я как бы не очень хорошо в этом разбираюсь. Советую поговорить у нас тут есть Хасан Бакаев, у него есть свой канал, кстати говоря. Он у меня здесь в каналах для моих подписчиков, тоже можно его найти. Это историк, можете ему задать вопрос, он, я думаю, вам очень хорошо на него ответит. Так, диктатор. Говори громче, Аслан, пожалуйста, не слышно. Ну что, плохо слышно? Так, Адам Грузинский. Чуть не опоздал, с работы бежал как мог. Машо, Адам. Так, лунный свет. Россию сейчас все больше и больше людей считают страной террористом и изгоем. А русский мир ассоциируется только с ложью, подлостью и невежеством. Ну, наконец-то, лунный свет, они начали понимать, что происходит. Что что-то тут нечисто они начали понимать. Чеченский след. В оккупированной Чечне людей периодически забирают в подвалы отделов для профилактики. В программе ТОК пытки избиения. Выкуп родственников из рук инквизиции считается обычным делом. Так, интернет у нас зависает, да, опять? Так. Ва алейкум салам, Ясир. Лом али то лом тире али. Ассаламу алейкум, раматуллаху баракату, вежери ижри. Ва алейкум салам, машуэль. Дима Бимбат. На иврите Нуах говорят. Ну вот у нас тоже как похоже. Ну это его имя, но во всех языках в принципе похоже. Там с изменением одной буквы может быть. Так, Хамзат Гилаев Машуэль, ассаламу алейкум, Духаньер, эфир Юлет. Эфир Юлели, за 3 минуты, 3 минуты. К нам рвутся гости, да. Так. Я хотел бы сегодня тоже уже на русском языке рассказать. Как мы знаем, в 1999 году Путин и его банда взорвали своих же граждан. Это уже исторический факт, который никто, в принципе, уже из серьезных, не ангажированных людей не отрицает. Но после вот этого жестокого нападения на нас, после этого жестокого взрыва в своих домов, было нападение на нас, на независимую Чеченскую республику Ичкерия, с которой Россия подписала мирный договор и планировала строить мирные взаимоотношения. Но русские были бы не русскими, если бы они соблюдали бы договора. Я бы хотел бы показать вам на чеченском языке, и у меня было это все показано. Я бы хотел показать на стриме на русском языке ПАП-1, так называемый фильтрационный лагерь, на самом деле концлагерь, которому позавидовали бы любые немецкие
концлагеря. Давайте вот я просто это 3 минуты посмотрим это видео. После этого обсудим все по порядку. Это местные русские жители, которые пришли в паб после того, как русские фашисты покинули вот это место. Они туда пришли, и оставшиеся от них картошка вот подбирают еду, потому что дела тяжелые в экономическом плане в послевоенное военное время в России. Это место, откуда не вышло сотни и тысячи чеченцев, а те, кто вышли, были инвалидами. Их тела сжигались, взрывались, так называемо распылялись, и кости, оставшиеся обугленные кости после того, как их сжигали, закапывались, складывались в ящики от оружия, от патронов, от боеприпасов и закапывались на местах, где они дислоцировались. Таких пабов было два, да, это две такие. А так вообще по всей республике вот этих мест, где убивали, казнили, пытали, издевались, мучили чеченцев, было десятки, если не сотни. Вот эти получили самую такую большую известность. Здесь, например, были места, где расстреливали. Прям было написано «Зона расстрела». Рядом было место, где вешали. Зона повешения. Где расчленяли человека. Могли подвесить, расчленять. И вот для каждого была вот такая зона. Я у себя на чеченском стриме показывал это видео, где они расстреливают людей. Поставив к стенке, где зона расстрела там, да, просто выводят людей и расстреливают. Русские совершили над чеченским народом страшные преступления. Эти преступления не связаны только вот с сегодняшней ситуацией, например, да. Это русские жители города Грозного, да, те самые русские жители, которых российская пропаганда нам приписывала, что мы загеноцидили, и никого там не осталось, там убили 300 тысяч. Даже здесь живет в Баварии Альфред Кох, мерзавец и подонок, соучастник геноцида чеченского народа, который вкладывает деньги и строит здесь дома в Германии. Но вот этот человек, Альфред Кох, например, рассказывал, что мы там чуть ли не 1 миллион русских убили и выгнали. Да, вот эти русские, смотрите, они даже после войны еще живы. Хотя в Первую войну большинство погибших среди мирного населения были в городе Грозном, тогда еще в Грозном, были русскоязычные люди, наши граждане. Так, вот в этих местах совершались очень страшные преступления. Сжигались заживо, сдиралась кожа, ну, все, просто все мыслимое и немыслимое. Насилование, абсолютное вообще несоблюдение вообще никаких принципов морали, норм, человечности, законности, гуманности. Эти люди как бы рассказывали миру, что они пришли спасать русских и наводить конституционный порядок. Вот это тот конституционный порядок, который наводили русские. Но это только один случай. Вот это последний эпизод, последний геноцид истории, эпизод в истории русско-чеченских взаимоотношений. На самом деле этих геноцидов с периодичностью они повторяются, всегда были. В 1944 году с нами поступили очень подло. Всех наших мужчин, кто мог держать оружие в руках, забрали на фронт, бросили в пекло, многие не вернулись, а оставшиеся, кто там был против, или сгноили, или расстреляли, сгноили в тюрьмах или расстреляли. И вот когда уже началась война в 1944 году, когда все войска, никакого фронта рядом с Кавказом не было,
В 1942 году немцы уже отступили от Кавказа. А в 1944 году, когда военные действия, театр военных действий уже располагался на территории Европы, европейских стран, да, уже на территории, за территорией Советского Союза, наших всех женщин, детей, стариков подвергли геноциду под видом депортации. Нас хотели уничтожить под видом депортации всех до единого. Так было и до, такие же акты геноцида были и до 1944 года. В 30-х годах было массовые расстрелы и чистки. В царской России, да, было то же самое. Также была большая, так называемая, большая Кавказская война, большая русско-чеченская война, русско-кавказская война, где погибло до 90% чеченцев и ингушей. В первую, вот, ну, в царскую Россию в 19 веке. И так продолжалось всегда. И так будет продолжаться всегда. Сейчас от нас русские не отстают. Против нас придумывают разные провокации. Нас пытаются всячески дискредитировать здесь, в Европе, в мире. Нам подкидывают разные ярлыки, разные религиозные нам взгляды, по которым нам предлагается воевать со всем миром, устраивать там всемирный джихад там, и так далее, чтобы мир от нас отвернулся и оставил нас один на один. В принципе, что мир в принципе и делает, да, и русские, конечно, стараются, чтобы от нас он отвернулся. Мы, как бы, тоже надо признать, делаем так, что ну, не боремся с этим, да, не сопротивляемся, ну, так активно, сопротивляемся, но не так сильно, как надо бы, да, против такой мощной пропаганды. Поэтому я считаю, что пока существует Россия, пока чеченцы находятся в составе России, вот даже вот в таком незаконном составе, на самом деле мы всегда были незаконно, добровольно мы никогда не входили в Россию, мы никогда не будем развиваться. Никогда уникальная, самобытная культура чеченцев, чеченского народа, этнос, он не станет развиваться. Всегда будет плестись где-то в хвосте, подвергаться в хвосте человеческого развития, что науки, культуры, любых других областей. Мы будем подвергаться систематическому, периодическому геноциду, так как русские не могут сделать так, чтобы чтобы мы стали лучше них, и приходится им нас постоянно уничтожать. Давайте посмотрим, как они это делали в 95-6 годах. Уничтожали, как они уничтожали чеченцев. Это вот Воронеж, Кузнец, Марис, Омск. Факел, я надеюсь, что где-то хоть фамилия, где-то зацепка, а там фамилий много, их всех стерли. По камерам фамилии есть, но все со стен стерто. Все стерли. Они его следов не оставили. Ничего нету. Вот обратно. Вот это то место, вот где место, вот где что вы видите. Это автобусный парк, еще советского образца. Здесь место, где расчленяли, вешали, расстреливали людей. Это вот место, где происходило. Я был в концлагере Дахау. Это в Баварии, недалеко от Мюнхена. Я видел условия содержания нацистами
пленных. Я видел газовые камеры, где они убивали людей. И потом крематории, где сжигали этих людей. Так вот, по сравнению, как бы это ни было кощунственно, по сравнению с тем, что было в Чеченской республике Ичкерия, это просто пионерский лагерь. Да, результат один и тот же, человек, жертва, гибнет, погибает, но при всем при этом, в каких мучениях, какими пытками. За все это время, где я смотрел, читал в Дахау, я не видел тех страшных пыток, которые проводились над чеченцами, русскими фашистами. Проводились немцами над своими пленными там. Да, их заводили в комнату под видом душа, прямо написано газовая камера, над ней написано душ. Есть отверстие для душа в потолке. Такая комната 5 на 5, может 4 на 4 квадратных метра, где есть боковые окна. Открывается это как такой желобок, как для мусора. И оттуда забрасываются две вот это дымовые или газовые шашки, где люди гибнут. С другой стороны, вход в этот душ, так называемый, это я вам про Дахау рассказываю. С другой стороны находится крематорий. Отсюда ты заходишь, здесь умерщвляется человек, и отсюда уже с другой стороны прямо в крематорий выходишь и людей сжигают. Уже останки людей сжигают. Ну, то же самое делали русские, только делали это более жестоко и сжигали заживо. Такие случаи тоже есть. Вот это бывший узник, который находился в этом концлагере. И теперь он, после того, как русские фашисты покинули это место, пришел осмотреть. Много привязывали сюда и сюда привязывали. Руки тоже вот сюда привязывали. Вот это вот, чтобы вот эта спина, он вот здесь, чтобы стоял, вот так, чтобы ноги в рот. Сюда одну руку и сюда одну руку. Наручники надевали, ноги вот так вот были. Но самое меньше полчаса. It is not an accepted fact that it's Were more competent on other to other places. I think it would be unfair to say that we don't know. There is one official here that we've received permission to visit and which is closed now. Вот я в прошлом стриме тоже рассказывал, тоже обязательно нужно упомянуть этот представитель Красного Креста в Чеченской Республике Ичкерия. Как мы знаем, сотрудники Красного Креста были убиты русскими фашистами. Сделано это было так, чтобы подумали на чеченцев. Но несколько лет назад, и тогда миссия Красного Креста свернула свою работу и покинула Чеченскую Республику, так как это было небезопасно для их сотрудников. Через несколько лет назад сотрудник одного из силовых подразделений России бежал на Запад и рассказал, что это они были. Мы прекрасно и так знали, что это русских рук дело убийства сотрудников Красного Креста. Но не было доказательств. И вот сотрудник, российский сотрудник, сбежал и рассказал на Западе, кто был причастен, кто убивал. Конечно, это был государственный террор. Какой-нибудь там военный или ФСБшник не посмел бы убивать сотрудников Красного Креста. Тем более это было спланировано, подготовлено, чтобы подумали на чеченцев.
Так и думалось, так об этом и говорилось, что это вооруженные там бандиты там и так далее, чеченцы. И вот так всячески убивались люди, которые нам пытались помочь на Западе. И мы, чеченцы, иногда удивляемся, я в том числе возмущаюсь, конечно, и буду возмущаться, но тоже нужно не сбрасывать со счетов. Возмущаюсь, потому что нам не помогали, недостаточно помогали Запад и Европа. И есть большие претензии как у меня, так и у других граждан Чеченской Республики Ичкерия. Но нужно понимать, что вот такими методами, шаг за шагом, русские всячески отсекали любую помощь, которую нам кто-либо оказывал. Which means it is closed, there is no prison visit. But we don't know if there are more, we're not being told. There might be, there might not be. We have to go through an official way in order to receive permission to see the other places, if there are. Вот все, что вам нужно знать о России. Так, давайте я перейду к вашим вопросам. Эд Мамедов, салам аслам, салам Эд, приветствуйте. Так. Вы много тут уже понаписали. Август Пинчет, ассаламу алейкум, салам. Машволь. Так. Чинхо напоминает, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Не забывайте ставить лайки, они помогают продвигать наш контент, чтобы побольше людей увидело. Так, Зелимхан Харачоев, ассаламу алейкум, варахматуллахи ва баракатуху, алейкум салам. Так, то же самое по этим концлагерям было в эту войну. Даже еще хуже было то, что делалось. Я много, вот уже во вторую войну сталкивался, когда занимался правозащитной деятельностью, адвокатской работой. Сталкивался с тем произволом, с теми преступлениями, массовыми преступлениями, которые русские фашисты совершали по отношению к мирному населению во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Когда я сюда приехал, мне рассказывали люди, с которыми я общаюсь, разные истории. Да. Здесь уже я слышал, там я в Москве читал по материалам дела, так я это видел. Фото, видео, материалы. Здесь же я непосредственно с людьми, которые пережили все эти пытки. Тяжелые просто. Оставляет на всю жизнь этот отпечаток на человеке. Мне рассказывали, как на глазах мужа сжигали жену. Ну и много что еще творили. Ну, убивали и так далее. К большому сожалению, это все правда, и мы не должны это забывать. Если мы это забудем, над нами повторят еще раз то же самое. Над нами повторят еще раз. Так. Я бы хотел вам показать сегодняшние очень важные моменты. Я вам в прошлом стриме показывал, конечно. Но хотелось бы показать и в этом стриме на русском языке, чтобы как можно больше людей
увидели правду того, что происходило в России в 99 году, в Чечении. Все эти события, они должны быть известны. И первый, основным преступлением Путина и его банды, ну, таким массовым преступлением против мирных граждан, да раньше, конечно же, он там, когда был в Питере, и людей убивали они, он там сам об этом говорит, если убьют нашего одного там сотрудника полиции или там ФСБ, давайте 10 бандитов класть, это официальное лицо говорит, убивать 10 бандитов. Мы знаем, как они делают бандитов, поэтому, конечно, Путин начал убивать, вернее, отдавать приказы на убийство намного раньше, чем напал на Чечню, на Чечению. Но основное, самое главное, массовое убийство своих граждан, мирных, ни в чем не винных женщин и детей, это было, конечно же, взрывы 99 года, когда ФСБ уничтожала своих граждан для того, чтобы напасть на независимую, суверенную Чеченскую республику Ичкерия. Я вам сейчас покажу видео, где на Рязанском ТВ 99 года журналисты берут интервью. И жители дома, как раз вы там увидите жителя дома бдительного гражданина Алексея Картофельникова, который обнаружил, заметил вот этих ФСБшников, заносящих мешки в подвал его дома, предупредил, вызвал полицию. И их приглашают в Москву на НТВ. Там уже в этом же ролике вы увидите и провокаторов, которые уже начинают там рассказывать, что им уже сказали, что как делать. Ну, по крайней мере, это так преподносится. Но это не важно. Но все это происходит после того, как в Рязань приезжали американские журналисты и начали вести свое расследование. Ну и, видимо, чтобы перехватить инициативу, направляется вот команда НТВшников, ну и других пропагандистов в Рязань. Давайте посмотрим, это займет меньше 3 минут. В номинации «Шутка года» первое место по праву получает история о том, как в подвале дома номер 14/16 по улице Новоселов обнаружили гексоген. Всю ночь жителям 12-этажки пришлось провести в соседнем кинотеатре. Правда, потом оказалось, что в мешках был безобидный сахар, и подкинули его сотрудники ФСБ. Шутники из этой серьезной организации ни словом, ни взглядом себя не выдали. Всем бы такое самообладание. Дорогие рязанцы, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего-всего, поменьше у вас было потрясений, побольше юмора, веселья в Новом году, чтобы закончились у нас все войны. Да, вот остановлю на минутку. 22 сентября была попытка взрыва дома в Рязани. И 23 сентября русская авиация беспощадно начала бомбить Чеченскую республику Ичкерия. Когда их ФСБшники были задержаны, немедленно были начаты боевые действия. И вот сейчас вот этот Алексей Картофельников, который знает, что его дом закладывали взрывчатку ФСБшники, что его хотели взорвать, убить, он говорит, он не хочет войн. Вот послушайте. Но Картофельникова не спрашивают. Уже не спрашивают. А русские, разные генералы, которые какими-то себя офицерами считают, русский народ, который себя таковым считает, они промолчали. Нету русских офицеров. Были вот, Литвиненко был, еще несколько человек было. И на этом все. На этом заканчивается русская честь, русское офицерство и русский народ. Нету народа. Есть быдло населения, которое позволяет взрывать себя. И если это быдло населения себя позволяет взрывать, то никто этому населению, этой массе не может помочь. К большому сожалению, мы, которые не имеем никакого отношения ни к русским, ни к их стране, должны страдать из-за того, что в России живет быдло населения. К большому сожалению, мы
страдаем. Русским это нравится. Мы-то при чем? И мирного неба над головой. Вот мирного неба желает он. 99-го. Потому что моментально началась война. И вот этот Алексей Картовников лучше других знает, что именно эти взрывы послужили поводом нападения на Чеченскую Республику. Некоторые мне возразят, скажут, нет, ну как бы война началась не с того, что вот взрывы домов были, а из-за того, что Басаев пошел там на Дагестан, и из-за этого произошло нападение. Из-за этого началась война. Типа Чечня напала на Россию. Ну, во-первых, это очень глупо утверждать, что Чечня могла напасть и там захватить Россию. Мы еле-еле отбили свою страну, принудив Россию к миру. Ну, давайте для сравнения тогда возьмем полковника ФСБ Гиркина, который воюет в Украине. Этот человек, он в отставке, как он заявляет о себе, как он сам же заявляет, поджег фитиль войны на Донбассе, был активным участником захвата, оккупации Крыма и, как мы знаем, не скрывался открыто в Луганске, Донецке, был министром обороны, что ли, или кем-то таким, который воевал против Украины. Россия официально не признала как бы поддержку, но всячески посылала под видом гуманитарной помощи и так далее, и финансово, и сейчас, и воюют, и техники, и танки, и буки, и все возможное и невозможное, что есть только у государства на вооружение, Россия поставляет в Луганск и Донецк. Так вот, это не считается поводом к войне, так как это добровольцы. Они себя называют добровольцами, они снимают с себя нашивки государственные там, и как бы ведут те же военные, называются отпускниками и так далее, и так далее. Вот то же самое произошло в Дагестане, и когда Басаев с группой добровольцев. Да, Басаев генерал, но он не занимал никаких должностей, можно считать, что он был в отставке, и была спасательная операция по деблокированию, по освобождению Чабан-Махи и Карамахи дагестанских женщин и детей, которых просили дагестанские жители этих мест помочь им, потому что русские утюжили танками, артиллерией и авиацией. Просто уничтожали все живое. И тогда Басаев позвал людей и сказал добровольцев, кто хочет, пойдемте со мной и поможем освободиться. И там погибло много чеченских добровольцев, которые были, но никто не захватывал, как сейчас Луганск и Донецк. Никто не имел в планах захватывать, как сейчас захваченный удерживается на протяжении 6 лет Луганск и Донецк. Чеченцы зашли, пробили коридор, распугали всех русских и вывели женщин и детей и вернулись. Также стоит и очень важно отметить, что Басаев как рядовой гражданин там был, а президент, официальное лицо Чеченской Республики Ичкерия, президент Аслан Масхадов, в тот же день, как только эта операция началась, он, конечно, был категорически против этой операции, как официальное лицо, как высшее должностное лицо и верховный главнокомандующий. Он на митинге сразу же заявил, вышел на митинг Аслан Масхадов и сказал, что мы не имеем никакого отношения, чеченское государство не посылает и против. И мы утверждаем, что они хотят развязав войну в Дагестане, они хотят развязать эту войну в Чечне. Ну, приблизительно смысловая цитата Аслана Масхадова была именно такой. То есть государство, чеченское государство, полностью открестилось от этого похода, от этой спасательной операции. Поэтому это не является ни казусом для нарушения договора, который, опять же, до похода Басаева в Дагестан неоднократно русскими нарушался этот договор, неоднократно. Захватывались наши территории, было нападение на пограничный пункт чеченский, где был убит один пограничник, двое получили ранения. Постоянно русские заезжали на своих танках, БТРах на нашу территорию, угоняли скот, избивали людей, грабили людей, живущих на приграничных с Россией территории. И в бюджет России эта война была заложена
в 99 году. В 98 году она уже была запланирована, эта война. И всячески есть масса доказательств, что именно Россия хотела развязать эту войну. И когда этого всего было недостаточно, и мир сказал: нет, извините, поход Басаева, который Масхадов, президент, официально Москва не поддерживает, не может являться поводом для войны. И смешно, да, на ядерную державу нападают несколько сот чеченцев, которые хотят захватить там всю Россию, да. Эти несколько сот человек не могли бы там просто физически просто расположиться, чтобы удерживать эту, даже Кавказ, даже Дагестан. И тогда было принято решение взорвать своих граждан, готовились к взрыву этих домов намного раньше похода Басаева в Дагестан. Например, аренда помещений в Москве, где произошли взрывы, помещений, где были эпицентр взрыва, происходили еще весной 99 года, то есть за полгода до взрывов уже было все это арендовано. Давайте послушаем, что говорит рязанское телевидение и жители Рязани. Попытка теракта или учебная тревога. Журналисты пригласили жителей дома принять участие в телепрограмме. Спустя полгода после нашумевших учений, проводимых ФСБ в Рязани, журналисты вновь проявили к ним интерес, причем не только российские. Недавно к жильцам дома номер 14/16 на улице Новоселов приезжали американские репортеры, а сегодня рязанцы отправились в Москву. Журналисты телекомпании НТВ пригласили их принять участие в программе «Независимое расследование». Тема, которая будет обсуждаться – игры спецслужб или неудавшийся взрыв. В студию должны прийти люди, имеющие непосредственное отношение к сентябрьским событиям, в том числе представители спецслужб. И будет предпринята попытка еще раз разобраться в том, что произошло. Мы думаем, что в студии будут присутствовать адвокаты ведущие, то есть это скажем так, кто-то из ведущих адвокатов московской коллегии. Кроме них будут присутствовать общественные правозащитники, как рязанские, так и московские. До последнего дня ФСБ пыталась игнорировать наше приглашение на передачу. Буквально вчера нам поступило заявление, что к нам придут представители ФСБ. В Москву поехали все, кто захотел высказать свою точку зрения на случившееся. Некоторые до сих пор не верят в официальное заявление спецслужб об учениях. Другие считают версию о теракте пустыми домыслами. Какой может быть взрыв-то? Все это ерунда. Людей поставят на уши и все только. Настоящее учение. Никто не смог четко сказать, что ждут от программы. Говорили: приедем, посмотрим. Какой-то должен адвокат помочь нам заставить их за то, чтобы они нанесли моральный и материальный ущерб. Я, во-первых, не знаю, какая политика будет у НТВ, у самого НТВ. В какую они? Они сказали, что будут нас направлять. Вы не волнуйтесь. В какую сторону нас направлять будут, я не предполагаю. Все это политическая возня, что зачем народ будоражить. В полдень подъехал автобус, и жители дома отправились в столицу. Один из отъезжавших наказывал жене сварить обед и следить за детьми. Марина Каляева, Леонид Лосев, телекомпания АК. Мы услышали про попытку взрыва, то, что передают средства информации Рязани. И, конечно же, нужно посмотреть обязательно ролик Литвиненко, где проводится расследование. Я попозже его тоже включу, он чуть-чуть подлиннее. Сейчас я чуть-чуть отвечу на ваши вопросы, почитаю, что вы пишете. Хамзат Гила Аслан, для чего засекретили взрывы домов Рязанское учение на 75 лет? Как думаешь? Я не вижу ни логики, ни здравого смысла. Если можешь, дай развернутое объяснение. Хамзат, это единственный теракт Басаева, как они его называют, который был засекречен на 75 лет. Конечно, логики никакой нет, кроме того, что это сделали сами русские. Таких примеров много. И единственное объяснение и логика есть только в том, что это они сами сделали. Только поэтому они это засекретили. До
какого года? До 75-го, по-моему, 74-го года это все засекречено. Так, пойдемте дальше. Алексеев. Почему дагестанцы не говорят, что освобождал, спасал от русских террористов Басаевшими? Я не знаю, дагестанцы, может кто-то и говорит, дагестанцы воевали в рядах как на территории Дагестана, так и на территории Ичкерии. Почему не говорят об этом массу, ну я не знаю. История покажет, потому что было же так преподнесено, что Басаев напал на Дагестан, там, что дагестанцы вышли защищать свою землю там, от чеченских вероломных захватчиков там, и так далее, и так далее. Хотя по факту чеченцы спасали дагестанцев, женщин и детей в первую очередь. Для этого туда и пошел Басаев. Так что вот так вот. Так. Лунный свет. Русские на Донбассе раздают паспорта свои, как это было в оккупированных районах Грузии. Все по одному сценарию. Да, то же самое они сделали в Чечне. Они вынудили взять паспорта. Потому что и то же самое было и в Абхазии, и в Южной Осетии. Да. Адам Цетер. Удугов очень сильно помог русским. Да, по странному стечению обстоятельств Мавлади Удугов очень странно себя вел. Да. Вроде бы человек стоял у истоков нашей государственности. Не глупый человек, да, очень грамотный. Но, видимо, финансовое положение, которое было очень тяжелое у семьи Удуговых, могло сподвигнуть его на какие-нибудь действия. Но я никак не могу забыть, как спасательная операция готовится для освобождения, для того, чтобы дать коридор выйти. И Удугов выступает, что мы не будем делать комбайнеры, мы не будем там созидать, да, грубо говоря. Мы первыми в 21 веке нападем на кафиров. Но это была чистая воды провокация. О каких кафирах он говорит? Мы воюем с кафирами, мы воюем со всем миром. Он не говорит, что мы нападем на русских кафиров, если ему нравится вот эта арабская интерпретация обозначения там неверующего человека. Пожалуйста, это его право. Можно говорить там, это его право. Но нападать в 21 веке первыми на кафиров там, и так далее, это была чистая воды провокация. Последующая вся работа, которая велась Удуговым, она велась на то, чтобы построить, ну, показать миру, что чеченцы воюют не с русскими, а со всеми христианами, атеистами, каратистами, со всеми воюют. Мне кажется, это прямой путь в никуда был. И мы пришли к тому, к чему мы сейчас пришли. Сейчас установлена жесткая оккупационная власть. Здесь унижение, оскорбление человека, сейчас уже массовая гибель людей уже начинается. У нас массовая гибель уже и в Чеченской Республике от эпидемии, так как нету ничего для того, чтобы можно было как-то защититься от этой эпидемии. И всему виной, я считаю, Мавлади Удугова. Ну, не всему виной, конечно же, да, но я считаю, что этот человек приложил усилия. И я об этом тоже узнал совсем недавно. Я тоже был обманут вот этой пропагандой Кавказ-центра, лживой пропагандой, где 80-90% говорится правды. И вот последние там 10-20% отводят нас в сторону. Где там печатались очень уважаемые, публиковались очень уважаемые люди, которые я, например, считаю очень уважаемыми людьми. Тот же, например, Борис Тамахин нам когда-то писал статьи, ну и так далее, и так далее. Но сейчас мы пришли к тому, что... И вообще, знаете, здесь вот есть разные такие люди, которые очень легко относятся к тому, что происходит с нашей страной. Наша, например, законная власть, ее могут называть там незаконной.
могут призывать, провоцировать войну и оставаться безнаказанным. Я считаю, что мы должны возбуждать уголовные дела. Наше правительство Чеченской Республики Ичкерия, хотя мы не имеем юрисдикции наказывать, привлекать к ответственности людей, проживающих в Турции, проживающих в Европе за преступления против нашего государства. Но я считаю, что у нас должна быть прокуратура, которая должна возбуждать дела, кто посягает там на наши государственные основы. Никто не имеет права посягать. И надо возбуждать дела. И, наверное, конечно, есть какие-то дела, я, конечно, всего не знаю. Но нужно ставить на место этих людей. А то какие-то непонятные вещи происходят с нашим государством. Так, давайте дальше. Так, Адам Грузинский. Наш Аслан идет по примеру Салахаддина, примиряет всех независимо от веры, религии, религиозных течений и взглядов. Да будет доволен тобой Аллах, что не дал нам скатиться на уровень пропаганды Российской Федерации. Это для Рейсхуль Адам. Я делаю причины. Так, опять зависло, да? Ну, как обычно. Лунный свет, Аслан, мы переживаем за тебя. Тебе нужно хоть немного отдохнуть, брат. Все будет отлично, все у нас получится. Главное, есть стремление. Да, лунный свет, в принципе, я нисколько не устал. Я иногда не усыпаюсь, правда, да, потому что сейчас режим изменился с Рамаданом, как бы, но все будет хорошо, да. Спасибо за заботу, за внимание. Йо-йо Толкс. А сам Вовочка пережил постоянную передачу из одного нормального, близких к другим близким. Вова подвергался физическому насилию со стороны отчима из Грузии. Сам отчим был и русским, ну может быть. Адам Грузинский. Сказа закончилась, русский Иван давно вырос, но все равно не выходит из образа дурачка. Несущий мир. Братья, Аслан, с вами я себя чувствую особенно хорошо. Дай Аллах вам здоровья. Спасибо, взаимно, несущий мир. Так, хотелось бы вам показать, у нас времени сейчас немного, хотелось бы вам показать, вот, ну, в принципе, этот ролик. Он очень полезен, и его нужно обязательно распространять. Находится Майкл, канал называется Майкл 5555 7777, такое название. Я вам сейчас все это покажу. Давайте посмотрим про взрывы домов и расследование Литвиненко. Есть еще расследование там Трепашкина, есть еще много разных доказательств причастности. Но это одно из первых и очень такое интересное, на мой взгляд. Давайте я вам сейчас включу. Находится на канале Майкл. Вот вы здесь видите внизу. Вот. И давайте посмотрим. В 2009 году у нас опять перед выборами президента, перед выборами Государственной Думы начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Ну,
Одно из таких прямых доказательств, самых серьезных доказательств, что ФСБ взорвало дома, это попытка подрыва 5-го дома в Рязани. Значит, с 21 на 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали, и по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку, вот, завели уголовное дело с окраской терроризм и начали искать террористов. И буквально через 1,5 дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушеву, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах. Чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь, значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет: Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть, мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что в Волгодонске. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Нужно принимать меры. Надо всю диаспору. Вот здесь стоит напомнить, как Лужков всю диаспору, да, еще не установлен ни один чеченец, но Лужков предлагает главному менту Москвы начать зачистку всех чеченцев. Этот фашист и его семья, миллиардеры, наворовав русских денег и на нашей крови сделав себе карьеру, недавно здесь умер в больнице, но его семья живет здесь, Батурина, его жена, и его детишки пользуются, и у чеченцев есть много вопросов, требует компенсации от этих лиц, от этих родственников. Я, конечно, первый на улице поведу. Всю диаспору чеченскую. Мы всегда с бандитами разговаривали в языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корню. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже.
Оставьте в покое сегодня наших министров. Вы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что, администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Левин пытается захватить предприятие, уже давно приватизировано. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, вы рабочих. Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, реагировать на ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня о взрыве. Они только проснулись, когда проблемело. Поэтому вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищно, депутат Зеленов. Мы постараемся, чтобы вы проиграли в своем округе. Вот этот горе-полковник бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер 1 российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. Или когда наши дети будут там служить, вот в Луже, 2-й год, срочную службу готовят к Дагестану, защищать такого подонка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Светлана Петровна, пожалуйста, горячего. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за решение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну хватит нам эти истерики выслушивать. Пожалуйста, поставьте на голосование. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. Тише, тише. С карточек. Покажите результат. Решение принято. Единогласно. Решение принято. Владимир Вольфович, вы лишены слова. Юрист Российской Федерации Жириновскому Владимиру Вольфовичу, заместителю председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Я прежде всего хотел бы извиниться перед... Вскоре после инцидента в Госдуме Владимир Вольфович Жириновский в январе 2000 года был избран на пост заместителя председателя Государственной Думы, на котором пробыл 11 лет до конца 2011 года. Рушайло, министр МВД, получил звание Героя России. Министр МЧС, также Шойгу получил звезду Героя. Жириновский стал заместителем председателя Государственной Думы и 11 лет правил. Вот за что дали заслуженного юриста Российской Федерации Жириновского. Владимиром Вольфовичем, он последний по списку, смотрите, но не по значению. Как русской кровью торгуют, смотрите. Когда я стал служить в КГБ, когда я служил в дивизии Дзержинского, придворной дивизии, я видел, как живут ЦК КПСС, я видел, как живут эти люди. Я прекрасно понимал, что эти люди просто-напросто обокрали мой народ. Появились очень богатые офицеры внутри ФСБ, которые ездили на дорогих машинах, имели дачи за границей, имели по нескольку квартир, имели счета в банках. Они управляли банками, то есть, как сказать, под криминальной крышей держали банки. И все прекрасно понимали, 96-й год он как бы был ключевой. И к 96-му году в
в ФСБ к руководству ФСБ начали возвращаться люди, которые, в принципе, всю свою жизнь занимались борьбой с инакомыслием, то есть бывшие офицеры 5-го управления КГБ СССР. И фактически сегодня мы видим, что офицеры спецслужб захватили власть. И в России управляют бывшие офицеры КГБ, бывшие офицеры 5-го управления государственной безопасности Советского Союза. Те, кто всю жизнь занимались борьбой с инакомыслящими. В 5-м управлении всю свою жизнь прослужил Путин, потому что никогда он в разведке не служил. Он всю жизнь служил в 5-м управлении КГБ. Даже находясь в Германии, он выполнял задачи 5-го управления КГБ. Я уже к тому времени знал, что ФСБ убивает людей без суда и следствия. Одно дело знать, что твой сосед по кабинету убивает, а другое дело убивать самому. И я, когда мне дали приказ убивать людей, я сказал, я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала просто не сделал, тихо, молча. А потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я поговорил со своими подчиненными. У нас был такой разговор. Я говорю, у нас есть 3 пути. Путь первый – начать убивать. И тогда, ребята, у нас уже пути назад нет. Конечно, мы будем жить богато. Будем убивать в интересах своего начальства, и начальство нам разрешит убивать в наших интересах. Мы будем иметь большие деньги. То есть, если ты можешь заниматься свободно убийствами, 10-20 тысяч долларов в месяц ты можешь свободно заработать в Москве. Путь второй. Если мы начнем убивать, то пути назад уже нет. Путь второй – это просто этого не сделать, и, может быть, нас раскидают по подразделениям. Молча. И путь третий – открыто выступить. Если мы открыто выступим, то это все равно, что пойти на амбразуру дзота грудью. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. Что с нами будет, я сказал, я не знаю. Но мы должны сами решить, что делать. И мы несколько месяцев думали. И после этого открыто выступили против нашего руководства. Как открыто? Мы пошли в прокуратуру и написали заявление, что нам дают преступный приказ. 25 марта 1999 года был арестован, посажен в тюрьму ФСБ Лефортово, где я просидел 8 месяцев по сфабрикованным обвинениям. Суд меня оправдал, признал невиновным. После слов судьи в зале «Освободить из-под стражи» в зал суда забежали офицеры ФСБ в масках с оружием, автоматами Калашникова в камуфлированной форме. Одели на меня наручники, выволокли меня из зала суда и отвезли уже в уголовную тюрьму, Бутырскую тюрьму отвезли. Уже 3-е сутки Александр Литвиненко находится в Бутырском следственном изоляторе, куда он был доставлен с усиленным конвоем опергруппы ФСБ прямо из зала суда. Следователей не смутило, что Литвиненко был только что оправдан. Арест в зале суда – это нормальная юридическая практика? Я за 40 лет работы в судах в разном качестве такой практикой никогда не встречался. Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал: больше мы с тобой разговаривать не будем. Мы тебя убьем. Мы убьем твоего сына, 6-летнего. То есть, мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы. Путин уже стал президентом, и он уже начал выстраивать свою вертикаль власти. То есть эта вертикаль распространялась и на ФСБ, и на военную прокуратуру, на военные суды. Их, кстати, раньше других взяли под контроль, чекисты, во главе с Путиным. И никакой справедливости в этой ситуации мне добиться было уже невозможно. Мало того, еще угрожали убийством моему маленькому ребенку. И я принял решение покинуть Россию. Начинаем выпуск с последних новостей из Волгограда, где террористка-смертница привела в действие взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность оценивается в 10 килограммов тротила. Бомба сработала на входе в здание вокзала между дверями и рамками металлоискателя. По уточненному данным Следственного комитета погибли 16 человек, в том числе 1 ребенок. Ранения получили 45, среди них пожилые дети. Жертв могло быть значительно больше. Произошло перед Новым годом в Волгограде.
нашей студии глава Думского комитета по безопасности Ирина Равлова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Есть три темы, которые вызвали достаточно острые общественные дискуссии. Это право сотрудникам ФСБ на обыске, это интернет-платежи, которые анонимными больше не могут быть, и это регистрация в интернете. Давайте начнем с повышенных полномочий для ФСБ. Что вы предлагаете? Так, это, в принципе, та малая часть, которую можно успеть рассказать за тот короткий период времени. Это без моих комментариев. Тут мне чеченский след прислал одно видео. Я его вам тоже сейчас покажу. Это как раз сейчас происходит. Это на канале Чеченский след. Подписывайтесь на канал. Здесь тоже займет несколько минут. Я не с самого начала покажу, но если вы хотите, будете посмотреть с самого начала этот ролик. Он 21 минуту. Чеченский след. Лубянский фейк 1999 года. Информация к размышлению. Давайте тоже посмотрим вот эти кадры и... Так вот я вам смеюсь уверить, что гексогена там вообще не было. И, кстати говоря, если возвращаясь к взрывам, которые произошли в Москве и других городах, там гексогена тоже не было совершенно. Но сейчас об этом, это как раз тот вопрос, который сейчас мы поднимали и говорили, что чеченский след мне тут писал, что гексогена не было, они сказали. Да, гексогена не было, потом они сказали, да, ты прав. Они сказали после того, как была проведена экспертиза в Рязани экспертами, да, и они установили, что есть пары гексогена. Ну, это экспресс-анализ подтвердил. И вот они говорят, это та самая передача, и вы можете посмотреть полностью этот ролик. Я выложу ссылку на этот ролик на канале Чеченский след, где они подробно рассказывают на канале НТВ в программе «Независимое расследование» с Николаем Николаевым. Они рассказали, пригласив туда ФСБшников. ФСБшники, это вот сейчас вы видите, это Зданович, соучастник убийства россиян в 1999 году, КГБшник. И вот можно чуть-чуть посмотреть. И после этого был закрыт канал НТВ. Гусинский сбежал. Сперва был посажен, у него отобрали НТВ, и он сбежал. Кстати, когда отбирали НТВ, этим всем занимался небезызвестный Альфред Кох, который проживает здесь, в Мюнхене, вкладывает наворованные деньги у россиян здесь в бизнесы и продолжает античеченскую деятельность, находясь уже тут. Вещество применялось. За полгода до этого руководители ФСБ утверждали совсем иное. Речь тогда шла именно о взрывах в Москве. Появилась новая у нас информация о том, что обнаружены элементы гексогена и тротила. Это уже говорит о том, что действительно взрыв произошел не случайно. Почему после инцидента в Рязани ФСБ стало отрицать, что в Москве использовался гексоген? Ответ простой. Нужно было, чтобы между реальными взрывами в Москве и так называемыми учениями в Рязани было как можно меньше общего. Александр, вот мне сейчас сообщают, и эта информация уже подтверждается, но это не про улицу Коммунаров. Буквально рядом с вами Каширское шоссе, дом 8. Это информация от дежурного по городу. В подвале найден 2 мешка, если я не ошибаюсь, 2 ящика с гексогеном, то есть той взрывчаткой, которая сработала в минувший четверг в Печатниках, которая, по всей видимости, была взорвана и вот на Каширском шоссе. Сегодня представители ФСБ делились с журналистами некоторыми результатами расследования этих преступлений. Участники сегодняшней пресс-конференции сообщили журналистам целый ряд фактов, которые свидетельствуют о том, что во взрывах жилых домов в российских городах явно прослеживается чеченский след. Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы.
на основе предположений. Все. Сегодня, спустя полгода после страшных взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, высокопоставленные сотрудники ФСБ сообщили, что за это время российские спецслужбы предотвратили как минимум еще 12. Вот эти люди, вот, которых вы сейчас видите, это вот занимаются сейчас операцией прикрытия. Это все люди преступники. Они рассказывают, что чеченский след нашли. Не чеченца задержали, не там еще чего-то. Вот именно след, да, видимо, специалисты по следам. 15 подобных терактов в различных городах страны. Как заявил сегодня замначальника оперативно-розыскного управления ФСБ Александр Шагака, во всех этих случаях террористы намеревались использовать такое же взрывчатое вещество и взрывные устройства, идентичные тем, которые сработали в Москве и Буйнакске. Общими усилиями органов Федеральной службы безопасности, органов Министерства внутренних дел, как минимум было предотвращено в 1999 году еще 6 подготовленных, готовящихся взрывов в городе Москве. Чтобы версия об учениях звучала более правдоподобно, ФСБ обратилась к своим ветеранам в надежде, что корпоративная солидарность возьмет верх над офицерской честью. Бывших, сказал Путин, чекистов не бывает. Чисто по жизни. Мы люди такого склада и никогда в запас, хотя бы там кто-то в отставке, не уходим. К пресс-конференции ветераны спецподразделений подготовились плохо или просто плохо выучили тексты. Заклеили специально, о чем пишут газеты, передний номер написали чернилом, задний номер не заклеили специально, чтобы привлечь все-таки вот это внимание. Так вид не подал, так и так назад проходил, когда, в смысле, так раз назад машину посмотрел, еще думал, какие там номера. Смотрю, то же самое, заклеено, 62. И потом сотрудники ФСБ наши выезжали туда, определялись с ними, почему такая у них проба, что дала, что там находится взрывчатое вещество. Оказалось, что практически там никакого взрывчатого вещества. Из-за того, что приборы были соответствующие, они должны быть стерильно чистыми, а здесь вот именно проба. Непонятно, что значит практически никакого взрывчатого вещества, если речь о сахаре. Но главное было опровергнуть первую экспертизу рязанского взрывотехника Юрия Ткаченко. Многочисленные интервью с сотрудниками «Вымпела», которые, дескать, лично участвовали в этой операции. Там не состыковывалось даже время их прибытия. Вот эти все люди, вот представьте, насколько это не один Путин, это не один Патрушев, да, это вот эти все люди, которыми гордятся, которых там ветеранами называют. Вот это убийцы русского народа. Они убивают не только чеченцев, но и своих русских. И из этого делается вывод, что это не просто ненависть к одним чеченцам, да, хотя она, конечно, зашкаливает, эта ненависть к чеченцам, но она не только к чеченцам, она к всему человечному. Это человеконенавистническая идеология, русизм, как ее называл Дудаев, в которой нет ни принципов морали, ни нравственности, ничего нет. И эти люди вот открыто прикрывают преступления. Они знают, что это сделал Путин, они знают, что это сделала ФСБ. Но вот они открыто говорят, открыто оправдывают его и говорят, что нет, это были учения. Это соучастники этого преступления. Потому что они утверждали, что из Москвы выехали вечером того же дня. Да? Ну, те, кто ездил из Москвы в Рязань на машине, знают, что просто нельзя физически ни на какой скорости добраться до Рязани столь быстро, да еще успеть закупить на местном базаре сахар. Действительно, по утверждению ФСБ, сахар закупался вечером, но фотография явно сделана днем. При таких несостыковках выход один – стоять на своем. Сахар был, сахар. А что касается детонатора, то не было там никакого детонатора совершенно. Они купили в магазине там 3 батарейки, патрон охотничий, провода, и все это изготовили гуляш и положили на мешки с сахарным песком. Вот он, тот самый муляж. Старается говорить исчерпывающе, как по протоколу. Но он не упоминает главную часть взрывателя – электронные часы. Кроме того, детонатор, как утверждал взрывотехник Ткаченко, вовсе не был положен на мешки.
Во всех этих исполнительных механизмах использовались в виде замедлителя электронные часы. Лежало 3 мешка, центральный был надрезан. Вот это те люди, вот непосредственные рязанские взрывотехники, которые занимались вот первые. Это менты, полицейские, тогда это милиция, милиционеры, которые первыми занимались вот рязанским сахаром. И здесь вот этим людям врать нет никакого смысла. Это не ФСБшники, которые взрывают своих граждан. В надрезе лежали часы электронные с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и потихоньку начал вытаскивать. Вот фотография этого детонатора. Говорить о том, что мы близки к завершению по этому делу, нет, мы сами чувствуем тут определенную неудовлетворенность. Нам немножко непонятно вот эти лица, которых мы на сегодняшний день уже установили, заключается ли только в них вот эта цепочка преступников. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили, адреса, явки, фамилии, давайте, где это все? Данные на 9 участников этих преступлений переданы в Интерпол, и таким образом они объявлены в международный розыск. В ФСБ считает, что большинство подозреваемых сейчас находится в Чечне. Делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Но поведет оно это дело и в конце концов закончит. В принципе, это кратко то, что можно было вам успеть рассказать. Конечно, я буду почаще говорить на эту тему, я буду призывать к этому. В прошлом своем стриме я призывал там, как правозащитник, писать на наш сайт «Мир и права человека». Пишите мне, пишите на наш сайт. Мы будем всячески привлекать внимание к этой проблеме. Это самое большое и кровавое, самое грязное преступление новейшей истории путинской ФСБшной властью. Постараемся не дать ему уйти от ответственности. По крайней мере, мы будем об этом говорить почаще и побольше. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Желаю всего самого хорошего. До свидания. Ассаламу алейкум. Адикюэль маш ойль.